Так появляются на свет эти птицы – орланы белохвостые. Еще в 90-х они находились на грани исчезновения, потому что часто становились добычей охотников. Орнитологи Волжско-Камского заповедника тогда встали на защиту большой птицы, и теперь только на территории Сараловского участка более 300 взрослых особей. Удалось людей убедить, что надо птиц охранять, хищных тем более. Потом появилась Красная книга. Нам стало интересно, как же живут орланы. И вот мы 2 года подряд наблюдали за гнездовой жизнью орлана, установив камеру видеонаблюдения. Но на изучении жизни внутри гнезда орнитологи не остановились. Они начали задаваться вопросом, куда улетают зимовать орланы и по какому маршруту они это делают. И вот здесь вот пригодились новые технологии. На некоторых особей установили GPS-датчики. Их на птицах закрепили осенью перед отлетом на зимовку. Выбрали 5 особей, этого количества достаточно, чтобы определить миграцию всего вида. Орлан, который улетел и зимовал в Ростове-на-Дону. Вот полет его. Где гуще, там он дольше задерживался. Такие исследования, по мнению ученых, помогают глубже изучить жизнь пернатых. К примеру, определить их перевалочные пункты. Так, с помощью этой технологии удалось найти новое место гнездования орланов под Саратовской областью. Об этом даже не знали местные орнитологи. Они съездили, посмотрели. Огромное скопление орланов там, больше 100 штук они насчитали. Они этого никогда сами не знали. Оказывается, там бойня. И вот они отбросами с бойни питаются. Теперь специалисты с помощью такой информации могут еще увеличить популяцию птиц. В таких перевалочных пунктах организовать охраняемую территорию в виде заказника для безопасной жизни пернатых. А в конце января первый орлан после зимовки вернулся в родное гнездо. Зовут его Раиф, и обитает он недалеко от Казани. Ленар Гинатуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Зеленодольский и Лаишевский район.